начинаем опускание оболочки. Стальную оболочку диаметром в 10 и высотой в 20 метров опускают на дно Волги вокруг свайного фундамента будущей опоры. Такая капсула собирается за 10 дней. Затем откачивают воду и внутри оболочки монтируют арматуру и выполняют бетонные работы. Все в сухих условиях, несмотря на то, что глубина здесь почти 19 метров. На каждой опоре однозначно около месяца мы выигрываем. Опоры достигают 45 метров сами опоры. А если посмотреть от уровня проезда автотранспорта, то это где-то составляет порядка 50 метров от уровня воды. Использование металлических оболочек позволит сократить сроки сдачи объектов до полугода. После завершения работ капсулу поднимают домкратами и вывозят на строительство следующей опоры. Всего их будет 28. По временному техническому мосту к опорам доставляют бетон с повышенной влагой и морозостойкостью. Уже уложено более 300 тысяч кубометров. Для ускорения строительства было принято решение одновременно мост строить с двух сторон, справа и слева берегов. И если на сегодняшний день с левого берега уже произведена надвижка на 23-ю уже опору из 28, то есть 5 пролетов у нас имеется, то с правого берега мы с первой опоры надвинулись на вторую опору. Четырехполосный мост через Волгу длиной почти 3,5 километра станет самым масштабным сооружением новой магистрали. Напомним, скоростная трасса М12 пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и нашу республику. Татарстанский участок займет 142 километра, 100 из которых планируют сдать уже к концу этого года с опережением срока на год. Лина Изнатульна, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.